Алдан. На торжественном открытии спартакиады принимают участие Фокус-Сити Холл. Открыли стрельбу по мирным людям, устроили несколько взрывов. Зов любили, лес и горы свято берегли. Все они Я в долгу. И все-таки исполнилось 100 лет спорту Якутии. все эти годы лыжные. Здесь снег лежит почти 9 месяцев. И вот уже 5-й раз. Сильной будь, любимая Россия, силой духа побеждай всегда. Спорт. и все состоит из запутанных нитей, которыми связан судья. 10-9 судей, 129 в Алдане, 50 в Нерюнгри. Команда из 6 спортсменов приехали на спартакиаду, и только один... Республики Саха-Якутия по лыжным гонкам Никита Дмитриевич Шестаков и глава Амгинского района Степан Николаевич Кузьмин прибыл воодушевить и поддержать своих земляков. Амгинским спортсменам! Ура! В этом году Верхоянскому району исполнилось 90 лет. Команда из 5 спортсменов идут по стадиону, настроенные на победу. В трибуне Встречайте Горный Улус. Жители Улуса уникальны своей самобытностью. Команду из 39 спортсменов глава Горного Улуса Никита Викторович Андреев. Капитан команды, кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам, чемпион и призер республики и Дальнего Востока Нюргон Романович Никаноров. 34 остаются в Алдане, опять покажут себя. возглавляет спортивную команду Кобяйского района начальник управления физической культуры и спорта Игнат Викторович Березкин. 28 спортсменов поборются в третьей группе за золото спартакиады в Алдане, а 6 в Нерюнгри. Рядом с ним ветеран физической культуры и спорта Игорь Валентинович Кокункин. В составе команды Ленского района вошли 11 спортсменов зимних видов спорта. Плюс 17 спортсменов Ленска решительно готовы стартовать в Нерюнгри. Приветствуем команда Мегина Кангаласского Улуса! Нам особенно приятно приветствовать многочисленную команду наших побратимов, спортсменов Мегина Кангаласского Улуса, наследников прославленного Манчары. 70 спортсменов прибыло в Южную Якутию на 5-ю спартакиаду. Во главе команды глава Мегина Кангаласского Улуса Дмитрий Иванович Тихонов, капитан команды, кандидат в мастера спорта России, чемпион по лыжным гонкам Якутии Николай Дмитриевич Зыков. 38 спортсменов в Алдане выйдет на старт, а 32 в Нерюнгри. Встречайте Мирнинский район. Мирнинскую команду возглавляет многократный чемпион и призер Дальнего Востока по шорт-треку, призер 4-й спартакиады зимних видов спорта Валерия Сергеевна Инешина. Сегодня мы видим 19 спортсменов из Мирного, а 23 аккредитованы для участия в Нерюнгри. Приветствуем команду Момского Улуса. Основа экономики района – оленеводство, мясо-молочное скотоводство, мясное табунное коневодство, звероводство, пушной промысел. Но и спорт здесь в почете. Капитан команды, мастер спорта по Северному многоборью, рекордсмен по нартам до 2012 года, чемпион игр Манчары Михаил Афанасьевич Старков. 7 и 5 так распределились спортсмены между Алданом и Нерюнгри. На стадион выходит команда Намского Улуса. 40 лучших спортсменов прибыли на спартакиаду из Намского района. Возглавляют команду председатель Совета депутатов Намского Улуса Алексей Иванович Винокуров и отличник физической культуры и спорта Сергей Анатольевич Сафронов. 25 в Алдане, 16 в Нерюнгри поборются за медали 5-й спартакиады.
Встречаем команда Нерюнгринского района. Гости на Алданской земле, но на своей земле они в эти дни принимают команды по отдельным видам спорта зимней спартакиады. Приветствуем главу муниципального образования Нерюнгринский район Романа Михайловича Щегельника, капитан сборной команды Нерюнгринского района, мастер спорта по биатлону, член сборной команды Республики Саха-Якутия и юношеской сборной Российской Федерации, многократный победитель и призер первенства ДФО. Здесь учились и выросли первые мастера спорта СССР в Якутии. Всего из Нюрбинского вуза вышли более 40 мастеров спорта СССР по вольной борьбе и больше 20 по боксу. А сегодня 10 спортсменов выйдут на старт пятых спортивных игр зимнего вида спорта. Капитан команды, тренер по лыжному спорту, перворазрядник Петр Аркадьевич Осипов. Приветствуем спортсменов Аймиконского района. Команду 12 быстрых, ловких, смелых мужчин и женщин ведет специалист по физической культуре и спорта Сергей Олегович Егоров. А пятерка спортсменов вышли на основную тренировку в Нерюнгри. Встречайте Среднеколымский район. Один из самых северных и отдаленных нашей республики. Преодолев 1000 километров, команда из 10 спортсменов представлена на 5-й спартакиаде. Капитан команды, многократный призер Дальнего Востока, многократный чемпион и призер облсовета ДСО «Урожай» и первенств республики Владимир Васильевич Данилов. Приветствуем Усть-Алданский улус, щедрая и богатая якутская земля. Примером тому и Усть-Алданский улус, один из самых старейших населенных улусов Якутии. Команду спортсменов ведет чемпион вторых зимних игр «Дети Азии» Николай Станиславович Копырин. 21 и 28. Таков их численный состав в процентном соотношении зимних игр спорта Якутии. Встречаем спортивный район Якутии, Чурапчинский улус. В 1934 году здесь открылось училище для подготовки сельских учителей физкультуры. Впоследствии став вузом, Чурапча мощно вклинилась в большой спорт. Здесь есть музей спортивной славы, в экспозиции награды, личные вещи чемпионов, книги и артефакты становления Чепкиса. Возглавляет команду из 43 спортсменов Чурапчи председатель Улусного совета депутатов Яков Павлович Оконешников и чемпион республики по северному многоборью, мастер спорта России и республики по северному многоборью Михаил Петрович Соловьев. 43 в Алдане и 5 в Нерюнгри. Приветствуем команду спортсменов из столицы Якутии, город Якутск. На юбилейной спартакиаде их 71 человек. Впереди глава города Якутска Евгений Николаевич Григорьев и капитан команды, мастер спорта России по лыжным гонкам Дмитрий Петрович Егоров. 43 в Алдане и 28 спортсменов в Нерюнгри. В спартакиаде 2024 года принимают участие 29 спортивных команд из 29 районов и городов Якутии. И мы особо отмечаем те районы, которые выйдут на старт в городе Нерюнгри. Анабарский район 4 спортсмена. Улунский район 1 спортсмен. Верхневилюйский район 5 спортсменов. Жиганский район 2 спортсмена. Оленевский район 5 спортсменов. Сунтарский район. Приветствуем команду Алданского района. По зимнему стадиону уверенной поступью шествует команда хозяев. Во главе с руководителем Алданского района Александром Викторовичем Шестопаловым и его заместителем по социальным вопросам Игорем Васильевичем Сахно. 65 алданских спортсменов прошли аккредитацию на 5-ю спартакиаду зимних видов спорта Республики Саха-Якутии. 42 в Алдане и 23 спортсмена в Нерюнгри. Поприветствуем всех участников 5-й спартакиады! Уважаемый Сергей Васильевич, уважаемые члены организационного комитета, парад участников и судей
5-й зимней спартакиады народов Республики Саха-Якутия на торжественную церемонию открытия построены главный судья всероссийской категории Альберт Трофимов. Слово для открытия председателю Организационного комитета по подготовке и проведению 5-й спартакиады зимних видов спорта в Республике Саха-Якутия Сергею Васильевичу Местникову. Уважаемые участники и гости зимней спартакиады, разрешите вас от имени главы Республики Саха-Якутия Арсена Сергеевича Николаева, от имени правительства республики поздравить с началом спортивных игр по зимним видам спорта в городе Алдане и в городе Нерюнгри. Зимняя спартакиада – это особенная спартакиада. В нашей республике достаточно много спартакиад комплексных проходит. Это и спортивные игры народов республики, спартакиада по национальным видам спорта, школьная спартакиада, спартакиада молодежи и другие мероприятия. Но зимняя спартакиада имеет особенную атмосферу. Это прежде всего чистый весенний воздух. Мы проводим 5-ю спартакиаду нашей республики. И в этой спартакиаде принимает участие 599 спортсменов из 28 улусов. Это говорит о масштабности, это говорит об интересе наших спортсменов и об интересе наших улусов к этому мероприятию. Алданская лыжная база по своим природно-климатическим особенностям в последние годы становится центром продвижения, центром подготовки спортсменов из многих уголков нашей страны. Сюда каждый год в октябре месяце приезжает сборная команда России по лыжным гонкам, сборная команда России по биатлону. И проходит тренировочный процесс перед началом соревновательного сезона. Удовольствие от соревнований, зарядятся положительные эмоции и получить хорошее настроение. Уважаемые друзья, объявляю 5-е спортивные игры по зимним видам спорта открытыми. борьбы, бороться с самим собой, показывать хорошие результаты. Спартакиада – это ступень для дальнейшего развития спортсмена. Я также участвовала в спартакиаде. Это самые прекрасные соревнования, которые показывают ваш уровень подготовленности. Это ступень к высшей, поэтому ребята участвуйте, достигайте результатов, и ваша спортивная карьера пойдет дальше вверх. Желаю вам всем удачи, хорошего настроения, успехов во всем, боритесь честно и прославляйте свою республику, а в дальнейшем и нашу страну. Всех с праздником!
Слово предоставляется олимпийскому чемпиону, трехкратному чемпиону мира по лыжным гонкам, заслуженному мастеру спорта России Никите Валерьевичу Крюкову. Приветствую вас, дорогие друзья. Во-первых, хочется поблагодарить правительство Якутии, а также Министерство спорта Якутии за такую возможность, которую они подарили вам в проведении этой спартакиады. Спортсменам хочется пожелать, чтобы вы проявили себя на этой спартакиаде. Как сказала Ольга, эта спартакиада – это ступенька выше, это ваш шанс проявить себя. Поэтому действуйте, достигайте своих целей, ничего не бойтесь. Ну а зрителям и болельщикам хочется пожелать весенней прекрасной погоды, наслаждайтесь, получайте хорошие эмоции от соревнований, потому что спорт – это мир. С праздником! Викторовичу Шестопалову. Уважаемые высокие гости, уважаемые олимпийцы, дорогие спортсмены, уважаемые друзья! Мы рады вас всех приветствовать в снежной столице Республики Саха-Якутия, Золотом Алдане! Друзья, всем побед! Алданцам победы на каждого! Вперед, спорт! Должен заслужить. О, спорт, ты зодчий!